Поддержать действующие проекты и дать толчок для развития в будущем – вот главная цель Фонда развития промышленности Ингушетии. Сегодня регион располагает значительным промышленным потенциалом, а развитие программы – еще одна возможность его реализовать за счет софинансирования из федерального бюджета. Промышленники региона уже могут подавать заявки на получение грантов и займов для реализации своих проектов. У нас действует программа, называется программа развития, проекты развития. То есть мы можем выдавать льготные займы нашим промышленникам. Туда не включается пищевая промышленность. В принципе, все остальные отрасли туда входят. И металлообработка, и производство продукции из дерева, из металла, практически весь спектр. Свою работу фонд начал в 2021 году. Тогда Минпромсвязи Ингушетии подал заявку на участие в программе единой региональной субсидии. Ее одобрили, и в прошлом году от федеральных властей регион получил средства в размере 76 миллионов рублей. А из регионального бюджета были выделены 4 миллиона, которые тоже направили в фонд. Так организация полноценно заработала, а промышленные предприятия стали ближе к своей цели – воплотить в жизнь инвестиционные проекты. В существующих реалиях это нужно, это необходимо, потому что у нас сейчас в стране, как вы знаете, идет импортозамещение товаров. А промышленники, конечно, у нас есть и крупные промышленники, и РЕАЛ, и РЕАК, и АТМ, но больше мы стараемся делать акцент на небольших предприятиях, на начинающих. То есть я считаю, что они больше нуждаются в дешевых деньгах. Большие предприятия, крупные предприятия, устойчивые на рынке, они могут получить и рыночный кредит, и спокойного обслуживания. В рамках программ совместных займов фонд намерен выдавать промышленным предприятиям суммы до 50% от стоимости реализации инвестиционного проекта. Ставка для них составит от 1 до 3% годовых. У нас сейчас идет отбор проектов, которые мы хотим в этом году профинансировать. То есть люди приносят свои бизнес-идеи, кто-то приносит уже готовые бизнес-планы. Например, один проект по производству мебельного щита. Есть проект по производству готовых металлических изделий. Есть проект по производству детских подгузников. То есть эти проекты, которые у нас сейчас, мы их смотрим их бизнес-планы, смотрим их финансовые модели. То есть это проекты, скорее всего, с которыми мы сейчас в ближайшее время начнем работать. С начала января в фонд поступило уже более 10 заявок. Чтобы стать участником программы, заявителю необходимо составить бизнес-план, иметь финансовую модель и, конечно, собственный капитал, не меньше запрашиваемой суммы у фонда. Также среди условий программы – создание рабочих мест, предоставление налоговых отчислений. Сопровождая свой займ, нужно предоставлять полную информацию по расходованию средств. При этом целевой займ от фонда гораздо выгоднее банковских продуктов. Банковские кредитные ставки, они сейчас начинаются где-то от 10% минимум. А там уже зависит от самой политики того или иного банка. То есть если это будут оборотные средства, процентная ставка может достигать и 13, и 15%. Если это будут инвестиционные кредиты, это 8-10%. У нас максимальная процентная ставка 5%. А если в структуре сделки участвует поручительство нашего фонда поддержки предпринимательства, эта ставка будет составлять 1%. Если есть также гарантия корпорации МСП или ВЭБа, тоже ставка будет не более 1%. До конца 2023-го фонд планирует оказать поддержку в пределах 100 миллионов рублей. Ранее глава региона отметил, что развитие современных технологичных производств является приоритетной задачей для Ингушетии, и создание фонда оказалось своевременным. При предоставлении займов будут отдавать предпочтение проектам, направленным на внедрение передовых технологий, создание новых импортозамещающих продуктов и производство экспортоориентированной высокотехнологичной продукции. Диана Дударова, Магомед Даскиев. Новости 24.